Ну, здрасте, как ваши дела? Представьте, со мной такая ситуация. Вчера звонят ко мне. Написано по WhatsApp, указ, почта. Я поднимаю трубку. Мне говорят, вам с налоговой заказное письмо. Куда вам удобнее, чтобы курьер привез? Ну, я говорю, КСковский адрес. Они говорят, вам пришла смс-ка с 1414. Продиктуйте код, чтобы мы курьеру письмо передали. Ну, я диктую код, все. Мне говорят, завтра с 9 до 10 ожидайте. Сегодня звонит на мне кредит 2 миллиона. При том, что я в черном списке в банках. Я поехала туда, в Народный банк, да, на мне кредит сняли, оформили в 17-15, вот когда я разговаривала. И до 8 часов у меня эти деньги были на карточке. Они потом только перевели их на другую карту, и не видно, какую карту. Ну, в банке говорят, это с Украины, с России, говорит, у нас, знаете, сколько таких. Вот бегала везде, заявление писала, вообще никакая. Представьте, 2 миллиона на 1,5 года, по 168, там лям сверху, переплата, блядь. Вся моя зарплата, представьте. У нас на работе наш доктор, гинеколог, кандидат меднаук, такая умная, светлая голова. Был у нее день рождения позавчера. Она получает доставкой букет, шикарный букет цветов, без открытки. Ну, подумала, что от благодарных пациентов. Вчера в 10 часов ей звонит с агентства вот этого цветочного. Говорит, вы получили вчера цветы? Да. Ой, вы знаете, вот мы вчера курьера цветы оставил. Пожалуйста, сейчас вам придет 4 цифры. Пожалуйста, ну, типа, это код подтвердите, что вы получили цветы. Приходит код, она подтверждает. Через 2 часа на нее оформляется кредит в Джусанбанке. Хорошо, с банка позвонили и спросили подтверждение. Видимо, это у них уже не первый случай. Она сразу заблокировала, полетела в банк на 2 миллиона. Вот прямо это ужас. Они цветы отправляют специально, вы говорите, а тут какая-то, Казпочта. Всем доброе утро, парни. Сообщите своим родителям, пенсионерам. Короче, пошла такая тема новая, фишка мошенничества. У меня сейчас водитель приходил, спрашивал, что как быть. Короче, вчера ему позвонили в Кипише, вот, и сказали, у вас индексация пенсии была? Он говорит, нет. Ой, вам, говорит, надо явиться в пенсионный фонд, потому что у нас сбой в программе, поэтому, говорит, завтра придите в пенсионный фонд, возьмите с собой СНИЛС, паспорт, ну и все документы, короче, пенсионное удостоверение, чтобы получить перерасчет и поправить, скорректировать данные, короче, в базе. Я, говорит, вам сейчас скину смс-код с электронной очередью, у нас же электронная, говорит, очередь, чтобы завтра вам не ждать, вы мне сейчас его продиктуйте, я вам потом вышлю талончик. Ну и все, он с бухты-барахты взял ей номер, сказал, а она ему говорит, ну что, русская свинья, допрыгался, теперь, говорит, нахуй, кричи слава Украине, блядь. Теперь через твои госуслуги, говорит, все твои, блядь, движимое, недвижимое имущество уйдет к черным риэлторам с молотка. Так что, ребята, предупредите родителей, пенсионеров от непродуманных поступков.